Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня четверг, 34-35 градусов тепла, дождя нет, засуха, кругом все сохнет. Я несколько дней не смогла ролик выпускать, очень много было дел, ездили по больницам, с сестренкой и сама лечилась, вроде восстанавливаюсь. Спасибо, мои дорогие, что вы нас поддерживаете, желаете нам удачи. И вам тоже желаю самое главное здоровья. Жизнь продолжается, у нас каникулы, Владика забрали из санатория, все с ним хорошо, но только чуть-чуть покашливает. Почему-то он там простыл. За всю зиму даже у него насморка не было. Ну, домашний ребенок, а он там был в коллективе. Наверное, были дети больные, вот, наверное, он немножко приболел. Температуры не было, кашель лишним. Самое главное, отдыхал там, воспитатели его хвалили, что у него поведение примерное. Многие спрашивают, что с звездой Ютуба. Почему не показываете козочек? Сейчас я вам покажу всех подряд. Зацветет у меня скоро гортензия. Одна подписчица мне написала рецепт, что гортензия растет в кислой почве. Можно уксусной водой полить или лимонной кислотой. Сегодня попробую полить по ее рецепту. Спасибо вам, моя хорошая, что вы мне дали такой совет. Мне очень приятно. Петунии у меня потихоньку растут. Желтая лилия. Куст большой. Еще не совсем лилия зацвела. Он какой большущий кустик. Есть у меня вот такие простые. Нравится мне еще вот такая лилия. Посмотрите, красота какая. Вот сравнивайте. Простая лилия. Вон листочки какие. А это у меня лилия сортовая. Красивая. Розочки тоже у меня цветут. Некоторые цветочки вянут. Их надо будет обрезать, чтобы энергию на них куст не тратил. Скоро зацветет вот такой цвет розы. Интересный цвет. И вот маленький кустик розы. Столько цветочков. Утята вышли на прогулку. Вот сюда мы их выпускаем. Они кушают траву. Купаются. Цветочки закрыли мы с ведрами, чтобы они не смогли кушать. Вот так они здесь отдыхают. Конечно, у нас рядом пруда нет, поэтому приходится утят выращивать вот так. А не выращивать тоже нельзя. Баклажанов я посадила сюда, чтобы их жуки не ели. Они уже у меня цветут. Огурчиков я вот так всех подвесила. Огурцы мы кушаем. У них есть уже огурчики. Я уже огурцы давно не покупаю. Вот у них огурчики. Мне очень нравятся китайские огурцы. Они такие сладкие, сочные, хрустящие. И так они быстро растут. Отсюда я, конечно, все рассады убрала. Теперь у меня место пустое. Чуть погодя, я, конечно, хочу сюда посадить огурчиков на осень. Картошки растут, скороспелки цветут.
Уже потихоньку созревают малины. Вам видно, не видно? Детишки собирают, кушают. На улице тоже хорошо растут огурцы. Правда, тут разные сорта. Где-то всходность хорошие, где-то нет. Ремонтантные клубники у меня растут. Я их посадила только осенью. Посадила редко. Здесь тоже в прошлом году посадила, но не все принялись. В этом году хочу посадить первые усики. Мои внуки и Минзаля смотрят за утятами, чтобы вороны их не стащили, собаки не пугали и машина, чтобы их не задавила. Все, конечно, ждали, что родит звезда Ютуба, а родила у нас средненькая. У нее 2 мальчика. Родила она 3 дня тому назад. Покажи нам, деточек. Вот маленький. Ух ты, мой маленький. Вот он какой, мальчик. Я именами называть их не буду, потому что когда я называю именами человеческими, все пишут мне, что нельзя. Теперь я буду мальчиков называть мальчиками, девочек буду называть всех подряд девочками, потому что они мне и так откликаются. Что, моя девочка средненькая, поздоровайся. А? Чего не здороваешься? Ты стала мамой. Кормит она хорошо своих детей, бережет их, свежее сено кушает сама и начала немножко давать овес. Им сразу нельзя давать что-то мучное, что-то из зерновых. Теперь начала давать, чтобы у нее было молоко много. Но молоко детишкам хватает, даже остается немножко. Я выцеживаю, чтобы у нее мастита не было. А вчера у нас родила самая младшая. Родила она девочку. Мы ждали, что родит Маша, самая старшая, а родила самая младшая. Маша стала бабушкой. Что, моя хорошая, ты тоже стала мамой. Прекрасной мамой. Он кормит ребеночка, облизывает. Молодец. Самой младшенькой чуть больше года, и она стала мамой. У нее один ребенок, девочка. Ребеночек хорошо сосет. Родила она хорошо. Послед снимала сама, без никаких помощи. Как только она родила, я дала сладкую воду, чтобы послед быстро, хорошо вышел. Так и было. А Машенька пока не родила, но немножко прибаливает. Что, моя ягодка? Что? А? Что-то жалуешься. 7 места хватит тут. Вон там загон есть, если хотите гулять. Там солнышко днем. Выпускать я вас привязывать на улице не хочу, потому что там жара. Страшная жара. Ну вот, у всех дети будут плакать. Ну, поздоровайся. Что ты не здороваешься? Ну, болеет. Вы, конечно, извините, у нее настроения нет. Кумыс особенно я очень люблю. И Минзале сестренке тоже надо будет кумыс пить. Дети у меня кумыс не пьют. Они говорят, кислое молоко. Не хотят. Ну вот, маленькая лежит. Тут у них мягко, сухо, не жарко им. Вот эти клубники очень хорошо давали ягод. Сейчас остались только мелкие. Тоже каждый день детишкам кушать очень хорошо было. Правда, я делала
варенью из клубники мне принесли, как гостиниц, целое большое ведро. Мне очень нравится вот эта петуния. Я каждый раз любуюсь. Необычный малиново-алый цвет. Привет, мальчики! Привет всем! Привет всем! Смотрите за утятами? Да. Да. Не уходят никуда? Нет, не уходит. Они купались. Им хорошо. Солнышко, вода теплая. Все зеленое. Вот кому хорошо. В тенечке хорошо сидеть, не жарко, чуть-чуть ветерок. Дети пока дома, а в июле месяце пойдут в лагерь. Лагерь «Орленок» у нас в Стерлибашеве. Там хорошо, хорошее питание, занимаются, детям нравится. Когда маленькие были, им давали путевки в лагерь, им почему-то не нравилось. Там старшенькие почему-то младшеньких обижали, а сейчас они уже подросли, за себя постоят, и поэтому они в лагерь едут с большим желанием. Многие подписчики меня потеряли, пишут в комментариях, пишут в личку, что куда я пропала, не заболела ли. Не переживайте, мои хорошие, сейчас дел очень много. И в огороде, сейчас и с цыплятами, утятами. Им надо корм готовить, намешать, сколько раз кормить, травы собирать, измельчить, под ними все убирать. А сейчас уже появились козлята, надо следить тоже. Надо кормить их, поить, и надо следить, чтобы они своих детей кормили. А что остается, надо выцеживать, чтобы у них вымя не опухли. Ну, на этом я свой маленький влог заканчиваю. Желаем вам всего доброго. Самое главное — здоровья, удачи, много счастливых дней. До следующих встреч. Всем пока-пока.